Между тем, власти на местах пытаются минимизировать и даже исключить все возможности заражения коронавирусом. Говорят, болезнь легко подхватить в общественном транспорте. По крайней мере, его пассажиры так считают и приводят доводы. Съемочная группа Любови Лапиной выехала по звонку с проверкой. Эжинский район – столица. Остановка – 3-й микрорайон. 7:45 утра. Час пик, когда в центр Сыктывкара на работу и учебу отправляется множество людей. Да только втиснуться в автобус с первой попытки удается не каждому. Прождала и вот сейчас на лес. Ну, обычно сколько? Минут 15-20 приходится стоять. Может, меньше, может, Ну, у меня автотранспорт, не знаю, иногда по полчаса ждешь. В пятницу я пытался работать, ехать и ждал час. Серьезно? Потому что там все автобусы на конечку ездили, 18-е, 4 раза подряд. Не влез молодой человек в 18-й маршрут. А вот так люди пытаются попасть, к примеру, в 33-й. Желающих уехать так много, что даже чтобы дверь закрыть, водителю приходится прикладывать немалые физические усилия. 33-й, сейчас редко ходит, да. Автобусы полные. Да, постоянно стоять приходится. Бывает, пропускаем по 2-3 автобуса. Не лучше ситуация и с 54-м. Пассажиры взывают о помощи. Они готовы следовать требованиям санитарных врачей, соблюдать социальную дистанцию. Только вот зачастую не получается. Автобусы каждый день полные. То есть автобус едет в город битком, с города тоже едет битком. Каждое утро езжу в колледж. Это вообще ужас. Очень полные автобусы. Места вообще не хватает, и мы вообще не сидим. То есть утром мы едем стоя и даже не можем держаться нормально. Все равно стараешься ко времени переехать на работу, то все равно как бы туда затискиваешься, протискиваешься в автобус. Дистанция, естественно, она не соблюдается, потому что мы все одновременно едем одномоментно в этом автобусе рядышком. Хотелось бы, чтобы рейсов побольше было, особенно в утренние часы. И примеров тому множество. Улица Весенняя Эжинского района, местечко Нижничев. На этих кадрах отчетливо видно, как и две его жительницы пытаются уехать хотя бы на подножке. Столичной мэрии подтверждают, им поступают жалобы на организацию движения автобусов в утренние часы. Жалобы поступают время от времени на разные автобусные маршруты. Иногда это подтверждается, иногда это не подтверждается. 50 на 50, можно так отметить. Вот и во время последнего рейда столичной администрации по Эжинскому направлению его провели на прошлой неделе. Специалисты выявили недостатки в работе 18-го маршрута. Разрыв движения между автобусами оказался не 8 минут, как должен быть, а целых 16. По этим выявленным фактам мэрия составит акт, отправит претензию в адрес перевозчика, и тому придется заплатить штраф. Тем временем на ситуацию реагирует и Минэкономразвития. Там напоминают, если у пассажира есть жалоба на работу общественного транспорта, он должен направить ее в адрес местной администрации. Притом важно сообщить дату и время нарушения, в том числе несоблюдение социальной дистанции и нарушение перчаточно-масочного режима. Указать нужно госномер автобуса и номер маршрута и по возможности добавить фото. Любовь Лапина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.